уважаемые гости, дорогие друзья. Я рад приветствовать вас всех в нашей любимой Якутии, в нашей столице. Искренне благодарю всех коллег за интерес к республике, за ваш вклад в укрепление межмуниципального сотрудничества регионов и стран. На самом деле из самых разных углов страны сегодня к нам в гости приехали. Я уверен, что обмен мнениями и опытом в рамках конференции будет продуктивным, особенно с точки зрения преобразования, которые сегодня проходят в системе местного самоуправления. Мне очень приятно находиться в этом родном зале. Я более 6 лет возглавлял город Якутск, и для меня эти годы были очень результативными, профессионально, по-человечески, наверное, счастливыми годами. Все это время надежной опорой, ключевым партнером для нашей команды была Якутская городская дума. Мы вместе сделали немало для решения проблем, которые здесь копились многие десятилетия, добились существенного прорыва в качестве городской инфраструктуры, надежности жизнеобеспечения в нашем городе, который, конечно, долго называют нашим городом на вечной мерзлоте, но это было также и самым суровым климатом, наверное, не только на вечной мерзлоте, но и вообще в мире. Много было сделано для возрождения Акрополиса Якутска, для развития малого бизнеса. Очень важно для нас была работа по увеличению жителей в управлении городом. Чтобы усилить представительство горожан в доме, мы тогда совместно приняли решение о увеличении числа депутатов Гордумы до 30 человек. В ее состав тогда были избраны предприниматели, строители, аграрии, педагоги, врачи. Благодаря такому широкому представительству депутаты стали более профессионально влиять на весь круг вопросов развития Якутска. Особо хочу отметить, что Якутская городская дума, которая уже более 200 лет, всегда имела сильный голос на уровне страны, на муниципальном уровне, и сегодня, безусловно, обладает таким серьезным авторитетом, как один из активных участников муниципального сообщества России. Не сомневаюсь, что самой важной и живой темой для обсуждения на конференции, конечно же, будет муниципальная реформа. Думаю, для всех нас важно понимание, что преобразование эти продиктовано временем. Это реализация политики нашего президента Владимира Владимировича Путина по укреплению единства публичной власти. Если смотреть объективно, то проблемы, с которыми сталкивалась система местного самоуправления, уже достаточно давно уже были для нас всех очевидными. Прежде всего, это разные уровни доходов муниципалитетов, как следствие неравномерное развитие инфраструктуры. У нас в республике с огромной территорией, сложной транспортной схемой, конечно, сложно аккумулировать ресурсы для последовательного территориального развития. Объективно сложно работать с равной оперативностью потребностей жителей всех муниципальных образований, включая самые доступные для себя. И реформа направлена на устранение этих дисбалансов в пользу справедливого ответа на запросы людей. Качество услуг, в целом качество жизни не должно зависеть от места проживания человека, в крупном его городе живет, в поселении или маленьком селе. Вот это, на самом деле, ключевая цель, которая стоит перед всеми людьми. Ровно неделю назад, 19 июня, основные положения нового федерального закона о местном самоуправлении вступили в действие. Сейчас перед органами власти регионов, в том числе и нашей республики, стоит задача обновления нормативной базы, включая пересмотр действующих актов. Предстоят изменения в Конституцию Республики Саха-Якутия, свод законов по организации местного самоуправления в республике, подзаконные акты, конечно же, уставы муниципальных образований. У нас создана рабочая группа во главе с руководителем администрации главы правительства. В ее состав вошли депутаты Госсобрания, представители муниципальных органов, члены республиканского правительства и представители экспертного сообщества. До конца этого года базовый закон республики о местном самоуправлении должен быть принят, а также разработаны уже новации и другие законодательные акты. Новым федеральным законом субъектам предоставлено право самим определять модель организации местного самоуправления с учетом особенностей региона. В этой части я выразил свою позицию и поддержал сохранение действующей в республике у нас двухуровневой системы местного самоуправления, учитывая наши исторические, социально-экономические и демократические условия. Также очень важным является вопрос полномочий местных органов власти. Сейчас мы видим, что муниципалитеты перегружены различными полномочиями, при этом большинство должно осуществляться за счет собственных доходов, которых у них практически нет. Новый закон гарантирует передачу полномочий с финансированием. Это крайне важный момент для муниципалитетов.
муниципальных образований в целом для эффективности реформы. Здесь мы можем тоже опираться на наш уже имеющийся опыт. Например, с этого года мы в республике изменили систему поддержки сельскохозяйственного производства, как и предлагали органы местного самоуправления, с учетом особенностей ведения производства в местах, муниципальные районы теперь сами определяют политику в области сельского хозяйства, им переданы государственные полномочия по всем 15 направлениям поддержки сельского хозяйства. При этом, подчеркну, мы объем субвенций не только не уменьшили, но их даже увеличили почти до 9 миллиардов рублей. Мы ожидаем, что расширение полномочий районов с финансовой самостоятельностью повысит уровень самообеспеченности республики продукцией собственного производства. Это главная задача сельского хозяйства, а также основа для роста доходов жителей, а значит и местных бюджетов. Отмечу, что новые положения, как в части организации местной власти, так и в содержании деятельности, расширяют полномочия и повышают статус представительных органов местного самоуправления. Считаю это важнейшим, ключевым моментом реформы, который подтверждает то, что местные депутаты, в целом местные власти остаются самыми близкими к народу. Это является гарантией изысканности принципов местного самоуправления в единой системе публичной власти. Безусловно, с расширением полномочий возрастает и ответственность депутатов представителей. Но вот мой опыт на муниципальном уровне должности главы республики подтверждает, что местные депутаты в большинстве своем, в подавляющем большинстве, высоко ценят доверие сограждан и с честью несут эту ответственность. Безусловно, вопросы кадрового усиления органов местного самоуправления, в том числе и муниципального депутатского корпуса, они должны быть в центре нашего внимания. В этой части я, безусловно, поддерживаю инициативу нашего президента о том, что те, кто у нас сегодня с оружием в руках защищает нашу родину, участники специальной военной операции, закаленные в боях, конечно же, должны участвовать в управлении государством на всех уровнях, в том числе и на муниципальном. У нас в Якутии стартовала кадровая программа «Якутия земля героев», так же, как и во всех других субъектах страны для участников спецоперации, которые будут активно включаться в управление, в том числе на муниципальном уровне. Уважаемые коллеги, друзья, у всех нас общие задачи – это благополучие людей, единство, сплоченность нашего общества, а самая главная наша задача – это победа нашей страны, победа Великой России. Я уверен, что Андрей Николаевич не обидится, но я возьму всех наших депутатов на это пригласить. Это самый крупный национальный праздник на территории всей нашей страны. Это праздник уже не только в городе Якутска, не только на нашей республике, но и всей страны нашей. Уверен, что вы проникнетесь чувством многонационального народа Якутии, теплом, дружелюбия наших людей. Желаю работы конференции. Всех благодарю за приезд. Считаю, что эта конференция она очень важна для укрепления межмуниципального сотрудничества на уровне всей нашей страны. Большое спасибо. Значительная тема нашей сегодняшней конференции тоже весьма понятна, с одной стороны, на первый взгляд, но с другой стороны, там действительно есть о чем поговорить. Вместе с вами участвовать на конференции, в котором есть гости, многомиллионные города, которые возглавляют люди, которые представляют другие регионы. Это, конечно же, для нас большой опыт, потому что закон, который мы внедряем в жизнь, он является реформаторским, обновленным, и в этом отношении, как любой другой закон, конечно же, требует определенного осмысления. И сегодня, встречаясь с вами, я понимаю, что здесь Саха-Якутия относится к его реализации с пониманием, с очень, что называется, приоритетом, особым вниманием уделяется именно изучению общественного мнения, как мы и предполагали, как в нашей Конституции утверждено о том, что местное самоуправление по своему определению предполагает прежде всего решение народа, и это правильно. Никаких здесь шашкомахательств не должно быть. Это нам в 90-х годах казалось, что есть где-то
некая форма демократии, стоит только вот оттолкнуться от той истории, в которой мы жили, и появится новая модель, которая где-то в какой-то стране уже реализована. Мы понимаем, что это романтизм был совершенно неуместный, неправильный. Нам нужно искать свой путь развития, который опирается прежде всего на исторические наши условия, на те традиции. И в этом отношении мне было приятно сейчас услышать от Александра Сергеевича то, что он относится и в том числе к реформе местного самоуправления с осторожностью, сохраняя двухуровневую схему. А мы знаем, что по нашему действующему закону, который только-только вступил, двухуровневая вовсе не предполагает, что она будет вечна, или наоборот. И она предполагает, что вполне можно в любое другое время перейти, если посчитает необходимым население, регулирование вопроса самоуправления на одноуровневый. И я думаю, что такую возможность и Саха-Якутия будет сохранять. Я хотел бы, дорогие коллеги, озвучить о том, что, помните, у нас тот федеральный закон, он рождался в муках, на самом деле, в Государственной Думе. Я был участником этих дискуссий. И слава Богу, что, как говорят у нас в народе, у нас вариативность была утверждена. И у нас есть возможность, чтобы регионы относились к этим преобразованиям с определенной, что называется, такой оглядностью. Направлен наш закон на реализацию положений Конституции о единой системе публичной власти, о чем было сказано. Я вот, например, вместе с Александром Сергеевичем работал тоже губернатором, и помню, были моменты, случаи, когда приходил к своим коллегам, которые работали в муниципалитетах, и, откровенно говоря, нарушал федеральный закон, где четко, внятно было написано о том, что, будучи субъектным руководителем, не имел права вторгаться в дела местного самоуправления. И в то же время передо мной стояли индикативные задачи по развитию субъекта, по обеспечению безопасности населения и многое другое. И сейчас, когда выстраивается определенная такая координация власти, ответственность, прежде всего, власти перед населением, с моей точки зрения, здесь довольно прозрачно понятно, что закон, прежде всего, направлен на ответственность власти перед своим населением. И обозначенная тема нашей сегодняшней конференции тоже весьма понятная, с одной стороны, на первый взгляд, но с другой стороны, там действительно есть о чем поговорить. Мы понимаем с вами, что, будучи представителем органов власти, мы являемся непосредственными проводниками народных заказов, избирателей, наказов избирателей. И в этом отношении, если уж напрямую сказать, то здесь законодательные органы, будучи представителем органов власти, мы представляем своих избирателей во власти. Значит, исходя из этого, мы должны налаживать тот контакт, взаимопонимание со своим избирателем, чтобы чем теснее, чем прозрачнее и более понятными формами взаимодействия, тем лучше. И не случайно в нашем законе эти формы также предусмотрены. И я очень бы хотел, чтобы вы, будучи депутатами, пользовались этими законными основаниями. Там у нас есть развернутая схема по поводу возможности привлечения старост, возможности привлечения таких видов взаимодействия, как советы, сходы граждан и многие другие формы, где у нас есть возможность непосредственного контакта с населением. И это, конечно же, то, что озвучено в законодательстве, это очень правильно. Я считаю, что этим мы обязаны реализовывать нашу власть прежде всего таким образом. Я хотел бы, дорогие коллеги, для вас еще раз озвучить о том, что местное самоуправление, под ним
прежде всего понимается признаваемая и гарантируемая Конституцией Российской Федерации форма самоорганизации граждан в целях осуществления народом своей власти для самостоятельного решения вопросов непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения. В пределах полномочий предусмотрено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным законом, другими федеральными законами, а в случае установленных федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации. Мы с вами понимаем, что реформа прежде всего направлена на то, чтобы обеспечить смычку публичной власти, прежде всего субъектной власти, на территориях с муниципальным образованием. Мы это четко понимаем, и здесь большая ответственность прежде всего субъектов, и не случайно мы даем такие большие полномочия, потому что, как обычно бывает, у нас здесь Александр Сергеевич именно на эту тему тоже обратил внимание, что территории у нас большие, эти территории довольно разные, и обеспеченность у них порой кардинально отличается. И в этом отношении реализация полномочий иногда происходит самым разным образом. И чтобы мы гарантировали развитие территорий, ту ответственность, которую несут губернаторы, прежде всего перед своим населением, она должна быть, конечно же, и обеспечена и тем взаимодействием, которое должно быть между уровнями власти. И не случайно предполагается здесь определенная смычка назначения кадровых, снятие за должностные действия, бездействия. И я предполагаю, что этот закон в обязательном порядке, как только он будет реализован, в полной мере войдет в жизнь, он принесет нам больше достижений. Сейчас к нему относятся довольно так с некоторой настороженностью. Но откровенно скажу, что все наши реформы, начиная там от первых законов, и 3 наших реформы, которые проводились в введении местного самоуправления, они все имели определенные переходные этапы, переходные формы, чего стоит только рассказать про 131 знаменитый закон, который претерпевал очень много внесений изменений, что действительно наступил тот период, когда необходима была новая редакция закона. И вот эту редакцию вам предложена. Я думаю, что мы сегодня в процессе конференции с вами поработаем над нашими вопросами, проблемами. А приветственном слове хотел бы сказать, да, это правда. Наша Россия застряла. Действительно, такое ощущение, что перед буквально несколько времени тому назад причина тех вопросов и проблем куда-то в сторону мы уходили, как будто в тумане. Сейчас, в связи с тем, что наступил период осмысления, в особенности период специальной военной операции, мы понимаем, что наша страна, она великая, и нам действительно предстоит все сделать самим для того, чтобы мы имели возможность развивать территории, обеспечить благополучие населения. И это прежде всего должно опираться на наши традиции, на те устои, которые давали нам возможность сохраниться как народом, как территориям, а не пытаться где-то искать примеры, где-то искать какие-то образцы. К великому сожалению, мы видим, что эти образцы весьма быстро меняются конъюнктурно, и в этом отношении складывающаяся обстановка дает нам еще раз, уже на новом витке, обратить на себя внимание. Я думаю, что наша конференция в этом отношении принесет новое осмысление. Я бы хотел всех вас приветствовать от имени моих коллег. Прибыл сюда по приглашению главы Якутии. Для меня, Александр Сергеевич, большое спасибо вам за приглашение. Поручение дал Вячеслав Викторович Володин. Вместе с вами работая, конечно же, я не для празднования, что называется, присутствия, а для того, чтобы довести до Государственной Думы те вопросы, проблемы, которые вы будете обсуждать.
Хорошего нам пути. Спасибо вам за приглашение.